В эфире телеканала «Милет» информационная программа «Хаберлер». Сегодня понедельник, 16 января. В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Наша команда готова рассказать вам о самом главном и актуальном к этому часу. Когда начнутся работы на месте сгоревшего дома в Строгановке? Цели нации. А какие цели перед собой поставили вы на будущий год? В аэропорте Симферополя устроили флешмоб. Предметы быта, которые использовали во времена Золотой Орды, показали крымчанам. О всем самом главном в нашем выпуске. Турецкий Боинг 747 потерпел крушение в Киргизии. Грузовой самолет разбился сегодня утром, выполняя рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул. По данным властей Киргизии, Боинг упал в районе дачного поселка, разрушены 32 жилых дома. Причиной трагедии стали сложные погодные условия. При крушении самолета погибли, по предварительным данным, 37 человек, 11 человек госпитализированы. Для расследования катастрофы создана правительственная комиссия. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело. 17 января объявлено в Кыргызстане днем траура. В «Единой России» призывают пенсионеров быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы при единовременной выплате 5000 рублей. В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 миллиона российских граждан. В ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых неизвестные люди, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают. Напомним, заявление для получения единовременной выплаты не требуется, выплата осуществляется автоматически. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил сотрудников прокуратуры Крыма с профессиональным праздником и в честь 295-летия прокуратуры вручил награды сотрудникам надзорного ведомства. В ходе торжественного мероприятия Сергей Аксенов поблагодарил коллектив прокуратуры Республики Крым и ветеранов ведомства за плодотворный совместный труд, который способствует укреплению стабильности в Крыму. Я уверен, что вот такая работа, которая происходила совместно органов законодательной, исполнительной власти, органов прокуратуры, принесет действительно позитивное, положительное развитие Республики Крым, даст результаты, на которые надеются люди и которые нам поручает выполнять президент Российской Федерации, а вам генеральный прокурор Российской Федерации Чайка Юрий Яковлевич. Все задачи президент в своем выступлении обозначил. Я думаю, что у нас с вами другого пути нет, только как их успешно, эффективно выполнять. Спасибо вам огромное за вашу большую проделанную работу. Уверен, что мы достигнем совместно положительных результатов. Спасибо вам, с праздником вас! Крым подготовил проект резолюции в Организацию Объединенных Наций о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым был частью Украины, сообщил председатель Госкомнатса Заур Смирнов. Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую ущемление прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей Крыма. Тогда крымские власти призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека в Украине и пообещали предоставить соответствующие документы. Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен, отметил Заур Смирнов. В 44-й школе имени Алими Абденановой для будущих сотрудников, школьников и родителей учащихся провели первое собрание. На каких языках будут проходить занятия, какие требования для сотрудников школы, как будет проходить учебный процесс. Обо всем этом знает наш корреспондент Султания Ситакаева. Родители, школьники и будущие преподаватели с удовольствием посетили новую школу. Их эмоциям не было предела. Поздравить будущих учеников и педагогов пришел заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов. Он призвал всех присутствующих создать тот фундамент образования школы, который в будущем станет хорошим примером для всех школ Крыма. Учителя будут опытные, которые хорошо знают свою работу. Школа действительно является самой лучшей по всему Крыму. Оснащена самыми современными технологиями, и мы надеемся, что выпускники этой школы будут самыми лучшими учениками. Я думаю, что наш народ поможет школе развиваться, и эта школа станет известной не только в Крыму, но и по всей России. Зарема Миметова закончила Крымский федеральный университет по образованию психолог. Опыт работы у нее уже есть. Надеется, что в новой школе сможет наилучшим образом проявить свои преподавательские способности. Я работала в теннисовской школе педагогом-психологом.
где-то 7 лет назад начала работать. Вот хотела бы здесь работать, возможно, учителем крымско-татарского или педагогом-психологом. А вот Лилия Ахтемова уже на протяжении 18 лет вынуждена ездить из Симферополя в Первомайский район, где преподает крымско-татарский язык. Планирует устроиться в новую школу педагогом крымско-татарского языка и литературы и прививать детям любовь к родному языку и родине. Конечно, я очень хочу работать в этой школе. Хочу прививать детям любовь к родине и к родному языку. Также обучать их традициям и культуре нашего народа. Родители, которые планируют обучать своих детей в этой школе, заполнили анкету ребенка. Каждый из них смог осмотреть новую школу и убедиться в том, что дети будут обучаться в самых лучших условиях. Родители уверены, их дети будут получать образование необходимого уровня на родном языке. Во-первых, мой ребенок будет изучать здесь свой родной язык. Наконец-то наша мечта, я думаю, осуществится в будущем. И очень бы хотелось учиться именно в этой школе. Именно знать историю своего народа, знать обо всем, что связано с нашим родным Крымом. Мы очень благодарны, то, что построили такую красивую школу. Очень долго мы за ней наблюдали и потеряли надежду. Но наконец-то ее построили. И у нас у всех надежда возродилась, то, что наши дети будут изучать родной язык, будут наши традиции изучать. У пришедших будущих школьников восторженные взгляды. Они с удивлением рассматривают школу и даже успели поиграть на школьной детской площадке. Мне очень понравилась школа. Она очень красивая, большая. Эта школа очень просторная. Там большие классы, все современное, и мне очень понравилось. Я думаю, что она большая и очень даже, яркая. На татарском, на своем родном языке. Директор школы Элеонора Акимова рассказала, что на данный момент принимаются резюме преподавателей и заполненные анкеты детей. Новый педагогический состав будет объявлен в начале августа текущего года. Что касается обучающихся, то в первую очередь в школу будут принимать ребят, проживающих в микрорайоне Фонтаны. Родители, когда будут подавать документы, когда будут писать заявление, в заявлении будут прописывать, с каким языком обучения они хотят учиться. В первую очередь, конечно, мы будем принимать заявления от тех родителей, чьи дети живут конкретно микрорайон Фонтаны и Акмечеть. Улицы уже прописаны, и у нас в вестибюле школы есть эта информация. А потом уже при наличии свободных мест мы уже будем набирать детей из других микрорайонов. Первый звонок в новой школе, как и во всех других общеобразовательных учреждениях, прозвенит 1 сентября этого года. В школе смогут обучаться на крымско-татарском и русском языках около 1000 учащихся. Напомним, 44-я школа будет носить гордое имя легендарной крымско-татарской разведчицы, героя России Алими Абденановой. Султания Ситакаева, Аким Бекиров, Дамир Якубов, телеканал Миллет. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым потратит 50 миллионов рублей на создание учебников крымско-татарского языка и литературы. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. Напомним, Крым в конце марта прошлого года получил полный объем учебников на крымско-татарском языке для учеников 1-9 классов. В Симферопольском музыкальном театре состоялся вечер, посвященный Дню отдыха операторов связи. На мероприятие были приглашены крымские телеканалы и Ассоциация предпринимателей Крыма. Подробнее расскажет наш корреспондент Мухаммед Зикирияев. Подобные мероприятия проводятся впервые. Организатором события выступает Ассоциация кабельных операторов Крыма. Для гостей музыкальная консерватория подготовила концертную программу. Президент Ассоциации развития отрасли связи телерадиовещания Крыма Сергей Шило отметил, что данные празднования будут проводиться чаще. Это наше предприятие первое. Мы будем проводить предприятия, конечно, эти почаще стараться. Люди сейчас увидят, что это интересно. Мы как раз, я не думаю, что первый блин будет у нас комом получится, уже видно, что все организовано очень хорошо. Конечно, будем проводить в дальнейшем такие мероприятия. Также артисты показали танцы различных периодов, где каждый пришедший остался доволен. Директор дистрибуции канала Shopping Life Артур Бадалов приехал из Москвы. Он выделил, что такие встречи объединяют все предпринимательское сообщество. Сегодняшний бал мы готовили совместно с Ассоциацией кабельных операторов Крыма.
Сергеем Алексеевичем Шило. Мы старались сделать этот бал приятным, красивым вечером для всех наших партнеров, друзей. Ну, я думаю, что, в принципе, мероприятие такого плана у нас первый раз происходит совместное. Я думаю, что людям понравится. Уже нравится, но, я думаю, будет концерт приятный, красивый. Понравится всем людям. Чернов Александр, Ассоциация предпринимателей Крыма и города Севастополя, был очень рад приглашению. Впечатления очень положительные. Вообще все мероприятия, которые сближают предпринимательское сообщество в Республике Крым и вообще на нашей большой необъятной родине России, они способствуют и развитию и малого предпринимательства, и среднего предпринимательства. Ну и, конечно же, тут и представленный крупный бизнес. Поэтому взаимодействие всех этих трех уровней предпринимательства – это всегда хорошо. Организовано очень хорошо, мы очень благодарны. Нас пригласили Ассоциация предпринимателей Крыма и города Севастополя. Это наши партнеры. Вот. Мы очень довольны этим мероприятием. Много чего познавательного есть. По окончанию празднования Дня отдыха операторов связи все гости были приглашены в зал, где каждый мог послушать симфоническую музыку. Мухаммед Зикирьяев, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». Ушла из жизни жительница поселка Почтовая, участница Великой Отечественной войны, участница партизанского движения, близкий друг дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана София Косе. Проводить София Ханум в последний путь пришли знакомые, друзья и ветераны Великой Отечественной войны. София Косе – это женщина-легенда, гордость крымско-татарского народа. У нее была необычно трудная судьба, жестокая война, подполье, партизанское движение, а потом горькая разлука с родиной. Но в любой ситуации она оставалась сильной. По словам ее знакомых, София Ханым всегда старалась дарить людям добро и заботу. Сегодня мы пришли провожать прекрасного человека, умнейшего, образованного человека, который своим добротой, своей общественной активностью стремилась сделать лучше людям. Всегда была прическа, она всегда у нас была, волосы покрашены, умничка, которая, я же говорю, действительно только учиться и брать пример с таких людей. В молодые годы София Косе дружила с легендарным летчиком, дважды Героем Советского Союза Амитханом Султаном. Он часто бывал в ее московской квартире в гостях, а София Ханум была желанным гостем семьи Амитхана. После смерти легендарного летчика она передала крымским музеям много его личных вещей, которые долгие годы хранила в память о друге. Друзья и знакомые Софии Косе запомнили ее искренней и жизнерадостной. Она делилась своими знаниями о войне с молодежью, в надежде на то, что страшная трагедия больше никогда не повторится. Она взяла мне газету и прочитала, что где-то в советском районе какая-то крымско-татарская семья сгорела. Она говорит: давай я соберу все, что у меня есть вещи, отвези, говорит, им. Понимаете, мне вот, я ехал домой, вот, и все время у меня в голове это было. Думаю, смотрите, в таком возрасте, в этом, да, и она переживает, она все-таки нашла эту вырезку. Мы подключили тогда администрацию районную, приехал целый Мерседес Вита, полный этими, знаете, и как бы от нее имени мы отвезли туда. И было, конечно, больше обидно, когда когда это все встретили, даже вот, бабушкин адрес, спасибо, такого громкого, яркого не было. Ветеран Великой Отечественной войны Нури Абибулаев говорит, познакомился с Софией Ханым на собрании ветеранов в Бахчисарае. Встретились, разговорились, кто где, как, чего воевал и так далее, и тому подобное. И после того, как наша встреча бывала в Бахчисарае, мы обязательно с ней вместе встречались и разговаривали, все такое. Во время подготовки сюжета в честь 96-летию годовщины со дня рождения Амитхан Султана наша съемочная группа побывала у нее в гостях. Коллектив телеканала «Миллет» выражает соболезнования родным и близким Софии Косе. Абдулла Джусман, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». На месте сгоревшего дома семьи Асановых из села Строгановка вскоре начнутся строительные работы. Напомним, в ночь на 29 декабря 2016 года в семье произошла беда. Прямо накануне Нового года Асановы остались без крыши над головой. Вследствие пожара их дом сгорел дотла, погорельцы чудом спаслись. Наш корреспондент Алимек Айбулаева с места событий расскажет о всех подробностях.
После пожара молодая семья Ленуры и Наримана Асановых с 2 несовершеннолетними детьми осталась на улице. Но благодаря небезразличным людям сегодня семья начала потихоньку обустраиваться. Глава семьи Нариман Асанов всем неравнодушным выражает огромную благодарность за оказанную помощь и вспоминает, трагедия в их доме произошла очень быстро и неожиданно. Купил уголь, честно говоря, и даже не сказали, какой марки, чего. Он, оказывается, содержит кокс внутри. Произошел, получается, от печки. Ну, то бишь, сам наши современные строительные материалы, в основном все из химии, пенопласт. Вот начал капать и сгорело. Произошел пожар. Детей вот отправили в санаторий, помогли с путевками. Как бы большое спасибо, что откликнулись все на беду. В основном очень хочу большое спасибо сказать нашему народу, который не оставил в беде. Все, кто чем может, помогает. Во время пожара в доме по адресу Сарыбаш 20 находилась вся семья Асановых. 2 взрослых и 2 детей. Хозяин дома Нариман Асанов успел всех спасти. Однако без травм не обошлось. Ожоги получили все, кроме младшего сына. Здесь у меня большое было окно от старшего сына, выдергивал отсюда. Уже как бы навстречу огнем побежал. Я его на себя и вытащил, получается. А младшего я успел с дверей, как бы супруга стояла на улице, там вот у нас дверь была. Я его в дверь, получается, выбросил ей на руки. В основном, как бы, он навстречу огню бежал, лицо маленько, там нос, уши, руки. Ну и супруга вот это все сверху капало, получается, пластмасса горелая. На нее все это, на меня частично. Оставшись без денег, документов, одежды и крыши над головой, Асановы не знали, куда пойти. Но благодаря помощи небезразличных со всего Крыма собрали средства и приобрели вагончик для временного проживания. Именно здесь теперь приходится и есть, и спать. Вместо привычного и большого уютного дома маленький вагончик. Теперь семья Асановых вынуждена жить именно так. Здесь нет необходимых условий для нормальной жизни. Но, несмотря на все трудности, сегодня на месте дома Асановых ажиотаж. Друзья, соседи и просто те, кто готов протянуть руку помощи в трудную минуту, принимают активное участие в организованной коллективной работе. Начинают строительство нового дома. Собравшиеся отмечают, в такой беде может оказаться каждый. Я надеюсь, что никто не останется равнодушным, придет побольше народу, чтобы помочь нашему соотечественнику построить, накрыть крышу. И чтобы было где поселиться с маленькими детьми. Большую помощь семье пострадавшим оказали в администрации Симферопольского района. Благодаря их поддержке уже завезены строительные материалы, найден спонсор, который будет строить дом, а дети направлены в санаторий. Строительные работы намерены начать с улучшением погодных условий. Мы обратились в Симферопольскую райгосадминистрацию, в частности Якову Руслану Ришатовичу, который сразу смониторил ситуацию. Завезли необходимые газобетоны, потом материалы для бетона, чтобы возвести колонны и начать стены. Как бы все материалы, что необходимо, будет предоставлять райгосадминистрация. В частности, все материалы, которые по необходимости по карьерам, они будут предоставляться бесплатно. На данный момент 2 детей Асановых находятся в санатории в Евпатории. Супруга занимается восстановлением документов. Строительство дома планируют завершить в течение 1,5 месяцев. Уже весной семья Асановых сможет поселиться в новом доме. Телеканал «Миллет» будет следить за развитием данной ситуации и оповещать о новых подробностях. Алимия Кайбулаева, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». В Крыму все большую популярность набирает проект «Цели нации». За 2 года существования он стал известен далеко за пределами полуострова. Сейчас в нем участвует около 400 человек. В начале года молодежь ставит перед собой цели, которые выполняет в течение определенного времени. Подробности в сюжете Айши Шулаковой. Антон Костриченко, основатель проекта «Цели нации», говорит, чтобы проверить свою силу воли, еще 3 года назад поставил перед собой цели, о которых рассказал в соцсетях. Затем идею подхватили и его друзья. Таким образом, проект стал расширяться. Считает, что главная его цель уже достигнута. В России сотни людей последовали его примеру. Антон рассказал условия участия в проекте, которые можно найти в их группе. Здесь есть главная наша закрепленная запись, в котором четко написано, что нужно делать. Выбрать себе цель, нажать «Поделиться», бросить вызов 3 своим друзьям. Ну и обязательно использовать наш хэштег «Цели нации» для того, чтобы остальные участники увидели, поддержали, смотивировались. Вот есть такая полная инструкция, в которой уже все, наверное, детали мы расписали.
И, соответственно, в видео есть инструкция, чтобы тоже человек мог посмотреть. Ну и, соответственно, перейти в альбом, самое главное. Наши цели разделены на категории. Илья Бабей – один из первых участников «Цели нации». В прошлом году поставил 25 целей, 5 из которых выполнил. Важнейшим достижением из них считает восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус. Увлекается альпинизмом, бегом и проводит много времени в спортзале. В этом году решил не останавливаться на достигнутом. Посетить Африку с целью зайти на вершину Килиманджаро. Вот такая вот цель. Ну а в принципе, если заглядывать вперед на всю жизнь, то цель есть довольно амбициозная – зайти на топ-7 вершин мира. Вот над чем стараюсь работать. Ничего не нужно бояться, ставьте цели, амбициозные цели, помогайте другим достигать, участвуйте, дерзайте. Но карты в руки, мы можем все, это главное. Эльдар Кадыров молодой и амбициозный. В свои 23 года ведет активный образ жизни, участвует в различных экстремальных молодежных реалити-проектах. В прошлом году совершил прыжок с парашютом. Умело совмещает отдых и работу. Также стоит у истоков «Целей нации». Говорит, на этот год еще не полностью составил список задач. В этом году я ставлю перед собой тоже большие цели. Первая моя цель – это открыть новое свое дело. Также, когда я что-либо делаю в своей жизни, я начинаю его делать с какой-то благотворительностью, с добра. Первый пункт из списка Эльдар выполнил уже сегодня. Оформил все необходимые документы для открытия собственного дела. Для выполнения второй цели мы отправились к многодетной семье Аметовых, которая проживает в Симферополе. У них 5 детей, а также ожидается пополнение. Детям Эльдар Кадыров подарил стулья. Ребята были рады подаркам. Эльдар Кадыров считает свой поступок небольшим вкладом в эту семью. Он призвал соотечественников принимать участие в благотворительности. Делать хотя бы небольшие какие-то подарочки, небольшую какую-то помощь, чтобы им было легче и приятнее жить. Обязательным условием участия в проекте является фото или видеоотчет о выполнении цели. Существует и цена слова. Участник самостоятельно ее устанавливает и обязан заплатить или выполнить в случае недостижения цели. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Спланированная массовая акция или флешмоб популярен во всем мире. Крымский полуостров не стал исключением. Так, в международном аэропорте Симферополя региональной общественной организации крымско-татарских женщин «Она Юрига» был организован песенный флешмоб, в котором приняли участие жители полуострова и не только. Султания Меджид продолжит. В международном аэропорту города Симферополь прошел песенный флешмоб. Флешмоб – спланированная массовая акция, в которой участвует большое количество людей, организованная с целью привлечения внимания к какой-то проблеме или кампании. Участники акции спели известную всеми любимую песню советского и российского композитора, эстрадного певца, поэта и актера Юрия Антонова. Организаторами акции выступила региональная общественная организация крымско-татарских женщин «Она Юрига». Председатель организации Ленара Рустамова рассказала о целях этого мероприятия. Мы пассажиров пригласили присоединиться к самому позитивному мероприятию. Ну, вы знаете, это же люди. Люди больше любят со стороны телефона, на телефоны снимать, чем включиться в мероприятие. Но это нас ни сколечки не огорчило. Мы сами пели. Мы заявили, что мы есть, и мы дома. Цель заключается мероприятия сплотить народ, сплотить даже текстом и слов, что не стоит ни над чем огорчаться, что мы дома. Мы под крышами дома своего. Директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополя Игорь Лаптев отметил, что такие акции должны проходить чаще. Важно понимать, что пассажиры, находящиеся в аэропорту, как правило, в большинстве своем испытывают стресс. И, конечно, подобного рода события являются элементами, которые могут снизить уровень стресса для пассажиров и просто поднять им настроение перед полетом и, может быть, поднять настроение в связи с тем, что они грустят, потому что покидают Республику Крым. Конечно, мы рады, когда на площадке аэропорта проводятся подобные мероприятия. Мы открыты для подобных мероприятий, потому что нам искренне хотелось бы создать в аэропорту такую атмосферу гостеприимства, атмосферу такого арт-пространства, которое непременно радовало бы наших гостей. Член Межнационального центра культуры и творчества женщины Крыма Гульнара Дервиш стала одной из участниц мероприятия. Она отметила его важность и выразила благодарность администрации аэропорта. Я приняла с удовольствием участие в этой акции.
так как в Крыму живет очень много народностей и разных национальностей. И мы видели, как нас люди все поддержали, подошли, начали подпевать. И только в мире, только в согласии и любви, и в дружбе всех народностей Крыма мы будем сплочены и жить дружно в мире и согласии. Хочу поблагодарить администрацию аэропорта за то, что не препятствовали, а наоборот нам помогли устроить эту акцию. Большое, огромное спасибо. Юрий Мещеряков проживает в Москве, рассказывает, что когда услышал песню, очень обрадовался и решил принять участие в акции, так как родился в Крыму, в городе Ялта. Когда я услышал эту песню, у меня в душе что-то взыграло. И спасибо большое за такую акцию, что мне кажется, что это объединяет людей всех. Такие мероприятия призваны объединять народы Крыма. По словам организаторов акции, это не последний флешмоб, проведенный на территории Крыма. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». Открылась выставка, посвященная истории и культуре Золотой Орды в Центральном музее Тавриды. Большая часть материалов происходит из археологических исследований начала 20-21 веков, где представлены экспозиции ведущих крымских музеев. На мероприятии побывала Мавилия Юб. Выставка, посвященная истории и культуре Золотой Орды, а точнее ее части крымскому юрту, проходит в Крыму впервые. В экспозиции представлены богатейшие материалы, иллюстрирующие золотоордынскую культуру Крыма. Заместитель председателя Государственного совета Ремзи Ильясов отметил, что данное мероприятие играет важную роль в изучении истории полуострова. Крым не вчера родился, имеет многолетнюю, очень серьезную, порой очень тяжелую, трагическую историю. И вот все то, что мы сегодня будем, в частности, лицезреть, это как раз-таки культурное наследие всего Крыма. Понимание культурного наследия, подтверждение того, что было, как раз-таки еще и способствует гармонизации межнациональных отношений. И все эти, как говорится, попытки, которые сегодня продолжаются, вбить какой-то клин между народами, которые здесь проживают, она как раз-таки будет вот таким вкладом своим, очень четким, очень весомым, потому что вот такое вот это впервые, я уже повторяюсь, и она очень значима сегодня для всех нас. Инициаторами выставки выступили Центральный музей Тавриды и Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия. Идея также была поддержана Государственным Эрмитажем. Мы хотим продолжать эту работу, хотим открывать еще более новые интересные страницы и делать другие проекты, относящиеся конкретно к этому периоду, потому что это, естественно, непосредственно касается, в первую очередь, истории и культуры крымских татар. И наблюдая эти орнаментальные мотивы в архитектурных деталях, наблюдая очень интересные орнаменты в керамике этого периода, мы, конечно же, сразу открываем для себя нашу культуру, которая связывает нас и сегодня, и следы, которые мы сегодня наблюдаем в нашем искусстве. Экспозиция отражает многогранность культуры населения Крыма эпохи Улуса-Джучи, в котором можно увидеть нумизматический материал, характеризующий товарно-денежные отношения в государстве и за его пределами, а также предметы импорта, посуду и украшения. Богатство духовной культуры раскрывают памятники письменности и эпиграфики. Ключевыми экспонатами данной экспозиции, по моему мнению, являются вот эти два надмогильных камня, один из которых стоял над погребением Инжибек Хатун, жены правителя Салхата и дочери правителя, вероятно, Салхата, которая спонсировала постройку этого медресе в 1333-34 годах. И после ее смерти, в дань уважения, вероятно, она была похоронена на территории медресе в одной из учебных комнат. Выставка продлится несколько месяцев и будет сопровождаться одноименным научным каталогом. Мавилия Юпадем Исмаил, телеканал «Миллет». 20 января 2017 года специалисты Госкомнадзора проведут выездную юридическую консультацию в ПГД Гвардейска Симферопольского района. Консультация состоится с 10:00 по улице Карла Маркса, 63, в здании администрации Гвардейского сельского поселения. Предварительная запись по номеру 32 30 37. На этом наш выпуск завершается. Увидимся с вами уже завтра в 13:00. Оставайтесь с нашим телеканалом.